О вы, которые уверовали, воздерживайтесь от плохих подозрений и негативных предположений. Предполагая что-то негативное, например, о проходящем мимо брате, типа «этот парень молится без омовения». Зачем? Это настолько грязная мысль, она говорит о том, что вы сами можете так поступить, да защитит нас Аллах. Или сестра ночью идет по улице, и вы подозреваете ее в плохих намерениях. Почему? Возможно, она идет по какому-то важному делу, о котором вы не знаете. Да защитит нас Аллах, братья и сестры. Предполагайте только хорошее. Не думайте негативно, ведь в большинстве случаев это показывает негативность вашего собственного разума. Грязное сознание и думает грязно. И даже когда человек говорит праведно, бывает так, что, подобно облаку, в его голове неожиданно возникают нехорошие мысли, плохие мысли. Почему? Потому что грязный ум и думает грязно. И Всевышний Аллах говорит нам: сторонитесь плохих подозрений, лучше предполагайте хорошее. Вот иногда мы видим, как люди, придя в мечеть, сидят в своих телефонах, и вы говорите: вот, уткнулся в телефон, но вы же не знаете, что он читает Коран. Расслабьтесь. Иногда вы видите человека, сидящего перед открытым Кораном, а в руке у него телефон. Он играет. Но вы можете не знать, что на самом деле происходит. Коран открыт, и это между ним и Аллахом. Вы должны думать, что он читает Коран. Человек с телефоном думает, что делает нечто полезное для себя. Зачем нам думать о нем плохо? Наши мысли показывают, кто мы есть. Плохие мысли уводят нас от внутреннего согласия, потому что когда вы думаете о людях плохо, поверьте, они начинают думать о вас так же. И что происходит? Весь мир скатывается в негатив. Нам нужно быть позитивными, нужно быть людьми, думающими о других хорошее, чтобы завтра и о нас подумали хорошо.